Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Внешнеполитическим министерством Туркменистана была организована пресс-конференция, в ходе которой рассказали о ключевых политических событиях в стране. В частности, было рассказано об исторических решениях, принятых в ходе заседания Народного совета Туркменистана и о предпочтительных векторах международного взаимодействия. К участию в мероприятии были приглашены представители МИДа, высших учебных заведений, диппредставительств, аккредитованных на территории Туркменистана, СМИ как национальных, так и зарубежных. Участникам пресс-конференции сообщили, что в ходе состоявшегося 25 сентября заседания Народного совета Туркменистана, при поддержке туркменской нации, была принята обновленная конституция страны. В соответствии с ней, в Туркменистане будет создан новый законодательный орган – Милли Гениш, Национальное собрание. Он будет включать в себя две палаты – Халк-Маслахаты, Народный совет, и Меджлис, полномочия между которыми в обновленном основном законе государства строго разграничены. Рассказывая о данном событии, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Р. Мередов отметил, что Народным советом страны также были обозначены ключевые векторы государственной внутренней и внешней политики на 2021 год, базирующиеся на статусе постоянного нейтралитета. Также глава МИДа акцентировал внимание на основных тезисах и значении доклада президента Туркменистана, сделанного им во время 75-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе пресс-конференции выступили директор Института государства, права и демократии Туркменистана Я. Нуриев и ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Дж. Гурбангильдыев. Они отметили важное значение произошедших в стране конституционных преобразований. Подводя итоги мероприятия, глава МИД заявил, что Туркменистан, основываясь на международных правовых принципах, и в дальнейшем будет активно участвовать в построении демократического и стабильного миропорядка.